Здравствуйте! Мы с вами продолжаем изучать историю. Тема нашего урока – колониальная политика царизма, экономическое развитие края после присоединения к России, Андижанское восстание. Ознакомьтесь с планом урока. Колониальная политика царизма, административная политика, земельная политика и сельское хозяйство, налоги и подати, экономическое развитие, Андижанское восстание. После полного присоединения Кыргызстана к России кыргызы были включены в разные административно-территориальные единицы, составлявшие Семиреченскую, Сырдарьинскую и Ферганскую области. В феврале 1865 года в составе Оренбургского генерал-губернаторства была образована Туркестанская область, во главе которой был поставлен генерал Черняев. В область вошли только что присоединенные регионы Средней Азии, ранее находившиеся под контролем Каканского ханства. Хотя Ташкент был завоеван чуть позже, а отдельное туркестанское генерал-губернаторство образовалось в 1867 году, формально именно эту дату можно считать началом административного вхождения Средней Азии в состав Российской империи. В 1867 году область преобразуется в Туркестанское генерал-губернаторство, в состав которого входили Сырдарьинская, административный центр Ташкент, и Семиреченская, административный центр Верной области. Россия вела в Кыргызстане собственные порядки административного управления. Кыргызстан был поделен на области, области на уезды. Уезды, в свою очередь, делились на волости, в которые входили аилы. Это вы можете увидеть на слайде. Волости состояли из 1000 или 2000 дворов, а аилы – из 100-200 дворов. Всего было образовано 73 волости. Во главе областей и уездов стояли русские чиновники. Обычно это были царские офицеры, так как управление завоеванными землями носило полувоенный характер. На должности волостных управителей и управителей аилов выбирались манапы, баи и беи, которые беспрекословно и четко выполняли указания царской власти. Управителя волостью называли волостной, а главу аила – старшина. Со временем на должности волостных или старшин царские власти стали назначать угодных им баев и манапов без проведения выборов. Волостные исполняли распоряжения царского правительства, обеспечивали своевременный сбор налогов и податей. Старшины подчинялись волостным, выполняли их указания. Введение новых порядков управления внесло новые элементы в жизнь и быт кыргызов, обусловило начало изменения сложившихся веками патриархально-родовых устоев кыргызского общества. Начали рушиться межплеменные связи. После введения выборной системы баи и манапы потеряли право передавать власть по наследству. Уменьшилась зависимость людей от родоплеменной верхушки. Затихли межплеменные раздоры, постепенно ограничивалась власть местных баев и манапов. Колониальный характер царской власти по отношению к подчиненным территориям ярче всего проявился в земельной политике. В соответствии с утвержденными в 1867 году, а затем в 1891 году положениями, все земли, на которых велось кочевое животноводство, были объявлены собственностью государства. Истинные владельцы земель, кыргызы, за выпас и занятие земледелием обязаны были платить новому хозяину, государству, земельный налог.
В Кыргызстан потянулись переселенцы из России. Их обустройством занимались специально созданные переселенческие управления. Царское правительство предоставляло переселенцам удобные для земледелия земли. Кыргызов изгоняли из речных долин, с низменных мест, густо поросших зеленой травой, близлежащих к дорогам территорий. Их занимали переселенцы. На месте расселения кыргызов появились русские села. Царская власть была заинтересована в том, чтобы в Кыргызстане было больше русских крестьян, и чтобы они были богаче, так как это укрепляло ее могущество здесь. Поэтому к переселенцам относились с большим вниманием. Каждому выделялось 30 десятин земли. Их на 15 лет освобождали от налогов и военной службы. Кроме того, им оказывалась денежная помощь. Открытая грабительская земельная политика царизма привела к обнищанию местного населения. Лишенные плодородных пашин, бывшие земледельцы, чтобы не умереть с голоду, нанимались батраками и издольщиками на ковальных условиях к русским, украинским кулакам и казакам или шли на поклон к своим баям и манапам. С присоединением Кыргызстана к России кыргызы начали выплачивать царскому правительству различные виды налогов. В первые годы колонизации власти оставили систему налогообложения в том виде, какой она была при Каканском ханстве. Затем налоговое законодательство постепенно было приспособлено к новым условиям, исходя из местных особенностей. Население, занимавшееся кочевым скотоводством, в основном выплачивало налоги поюртно. Каждая юрта в 60-70-х годах платила по 2 рубля 75 копеек. А с 1882 года размер налога был увеличен до 4 рублей. Год от года объем различных налогов непрестанно увеличивался. Оседлое население облагалось 2 видами налогов. Зерновых площадей до 1886 года взимался так называемый харадж, а с садоводов и огородников – танаптык. Харадж составлял 1/10 урожая и выплачивался натурой. Танапный налог собирался в денежном виде. В 1886 году в систему налогообложения были введены новые изменения. Новые правила не учитывали, возделывалась или не возделывалась земля. Налогом стали облагаться не только засеянные, но и все пригодные для пахоты участки. В результате налоговые поступления в казну заметно возросли. Например, только по Ферганской области среднегодовой объем налоговых поступлений увеличился на 500 тысяч рублей. Помимо основных налогов и натуральных платежей, местное население облагалось множеством различных трудовых повинностей. Все были обязаны принимать участие в строительстве и ремонте дорог, мостов, расчистке и прокладке арыков, обеспечении воинских подразделений, вьючным скотом, водой, дровами, фуражом и так далее. Средства на содержание и нужды волостных и аильных властей собирались также за счет простого народа. Налоговая политика царского правительства все больше усугубляла тяжелое положение простого народа и приводила его к окончательному обнищанию. Бедняки, будучи не в силах выплатить непрестанно растущие налоги, все больше запутывались в долгах. Все это не могло не вызвать в народе глубокого недовольства и ненависти к колонизаторской власти. Природно-климатические условия Кыргызстана
определили характер и основные направления, структуру хозяйства кыргызского социума. Доминирующей отраслью было кочевое скотоводство, которое в наилучшей степени было приспособлено к местным условиям региона. Развитию скотоводства способствовали горные пастбища, богатые травостоем, обилием водных источников, небольшая плотность населения, умеренный климат. Скот являлся основным богатством населения, эквивалентом торгового обмена, средством передвижения. Нетребовательный к уходу и содержанию, он обеспечивал потребности домашнего хозяйства, давал одежду, пищу, материал для жилища, посуды и топлива. Скотоводство развивалось в двух направлениях. Первое – коневодство и грубошерстное овцеводство. И второе – мясомолочное скотоводство. Кыргызы разводили лошадей, курдючных овец, коз, крупный рогатый скот, двугорбных верблюдов, яков. Все эти виды скота разводились повсеместно, но при рассмотрении их по уездам. Видно, что овцеводство больше всего распространено в степных местностях, так как овцы довольствуются редкой растительностью сухих долин. Коневодство в более гористых. Крупный рогатый скот выпасался главным образом в предгорных долинах. Большая часть населения все еще не придавала особого значения оседлому ведению хозяйства и земледелию, а по традиции продолжала заниматься кочевым скотоводством. Во второй половине XIX века под влиянием переселившихся в Среднюю Азию представителей русского, украинского, уйгурского, дунганского народов в хозяйственной жизни кыргызов начали происходить некоторые изменения. Проживание по соседству разноязычных народов, имеющих различные культурные традиции, верования и уровень развития, создавало благоприятные условия для их тесного взаимодействия и взаимовлияния, будь то в хозяйственных, культурных или бытовых отношениях. Животноводы перенимали у крестьян навыки земледелия, а земледельцы, в свою очередь, учились у тех животноводству. Под влиянием оседлого населения кыргызы, в основном их беднейшая часть, начали приобщаться к земле. Ставшие дихканами кыргызы выращивали пшеницу, ячмень, овес, проса и другие зерновые культуры. На юге предпочтение отдавалось хлопку, рису, картофелю, кукурузе, табаку и бахчевым культурам. Постепенно кыргызы, помимо традиционных примитивных орудий труда, стали использовать более производительную технику. Железные плуги, бороны, веялки, усовершенствованные косы, серпы, грабли. Конечно, большинство кыргызов-дихкан не могло сразу усвоить все тонкости и приемы земледелия. К тому же не все могли приобрести необходимый инвентарь. Поэтому производительность труда у них была очень низкой, а урожаи скудными. Вместе с тем, даже на этом фоне переход кыргызов к оседлости расширился. Особенно явственно этот процесс обозначился на юге Кыргызстана. Большая же часть кыргызов оставалась в стороне от активных товарно-денежных отношений. Собственно, кыргызское общество этого периода было разделено на два социальных слоя или группы. Феодалы,
Байманапы и Кара-Букара, Джакыры, Малаи, Мардикеры, то есть трудовой народ. Феодальная аристократия Манапы по своему материальному и политическому положению находились на высшей ступени феодальной иерархии. Тяжелое положение трудового народа усугублялось колониальной политикой царских властей, неумеренными и многочисленными налогами, различными податями и поборами феодальной знати. Естественно, все это усиливало недовольство людей и порождало ненависть к колониальному гнету. В качестве одного из примеров национально-освободительной борьбы народов Кыргызстана и Туркестана против колониальной системы имперской власти следует назвать восстание 1898 года. Андижанское восстание явилось первым восстанием населения юга Кыргызстана против колониальной политики имперской власти. Основными причинами восстания были усиление эксплуатации местного населения имперскими властями, налоговый гнет, острота земельного вопроса, связана с образованием переселенческого фонда за счет выселения местных жителей с лучших земель. Духовенство и некоторые феодалы, используя недовольство народных масс, всячески муссировали идею восстания очень длительное время. Андижанское восстание, явившееся новой волной народного движения и охватившее кыргызов, узбеков, кыпчаков, таджиков, началось в мае 1898 года. Общему выступлению предшествовали распространившиеся в кишлаках различные провокационные слухи, до предела накалившие без того сложную обстановку. В людских массах началось брожение в предчувствии тревожных событий. В этой обстановке собравшиеся к вечеру 17 мая 1898 года в кишлаке Таджик, Миндюбе, узбеки, кыргызы и кыпчаки решили выступить против колониальной власти. В этот момент Мадалей Шен взял инициативу в свои руки и начал руководить собравшимися. Руководителем кыргызско-андижанского восстания считают Мадалей Шена, жителя села Минтюбе Маргеланского уезда. Мадалей Шен был особенно популярен среди кыргызского населения. По его словам, основная часть его многочисленных мюридов были кыргызы. Еще в 1896 году из-за обострения отношений с русскими зажиточными крестьянами-переселенцы в Кугардской долине местное население хотело выступить против колонизаторов. Однако Мадалей Шен уговорил кыргызов воздержаться от выступления до того момента, когда к выступлению будут готовы и горожане. В 1896 году в кишлаке собралось более 200 человек, и было решено незамедлительно напасть на ближайший русский караул. В ночь на 18 мая повстанцы атаковали расположенный в Андижане отряд царских войск. Предварительно нападавшие срезали телефонные провода, связывавшие города с другими регионами. По дороге к колонии восставших примкнули жители кишлаков Кучу, Каракоргон. За короткий промежуток времени число повстанцев достигло 2000 человек. Но все же силы были неравные. Царские войска неизмеримо превосходили по опыту атакующих. По
Повстанцы не смогли заранее подготовиться к выступлению и были плохо вооружены. В руках у них были косы, вилы, пики, сабли, дубины и всего несколько оружий. Естественно, что полностью экипированное воинское подразделение вскоре отбило штурм и рассеяло нападавших. В ожесточенной схватке погибло более 20 царских солдат и офицеров. Повстанцы понесли куда более ощутимые потери. Большинство было убито и ранено. Под градом пуль нападавшие были вынуждены отступить. Вскоре после этих трагических событий карательный отряд в кишлаке Чарбак, расположенный недалеко от Андижана, обнаружил и взял в плен предводителя восстания Мадалей-Шена. По приговору колониальных властей он был 12 июля повешен. Восстание продолжало расширяться и охватило весь обширный регион Ферганской долины. В нем приняли активное участие жители Андижанского, Маргеланского, Наманганского и Ошского уездов. Колониальные власти безжалостно преследовали коренное население, принявшее участие в восстании. Для подавления очагов волнений из Ферганской, Сырдарьинской, Семиреченской областей и Ташкента прислали многочисленные карательные отряды. В общей сложности было арестовано 777 человек, из них 415 предано суду. По решению военного суда 18 человек повешено. Некоторым смертную казнь заменили длительными сроками каторги. Среди осужденных оказался и обвиненный по ложному доносу известный акын Токтогул Сатылганов. Таким образом, заранее неподготовленное, стихийное и плохо вооруженное народное движение закончилось поражением. Это было первое крупное народно-освободительное движение коренного населения после установления господства Российской империи над Средней Азией. Оно было направлено против усиливавшегося год от года колониального гнета, произвола и засилия царских чиновников. Восставшие народы боролись за свободу и независимость. Восстание послужило мощным стимулом к пробуждению национального самосознания, углублению недовольства колониальной властью и созреванию условий для последующей народно-освободительной борьбы. Вы видите таблицу, в которой в первом столбике даты, во втором события. Нужно правильно соотнести. Посмотрите правильные ответы. Спасибо за внимание. До новых встреч!